начинается? Во сколько вечера? Сейчас же 12. Побежать быстрее. Ой, извиняйся. Всем привет, меня зовут Абакеев Эмир. Мне 9 лет, я учусь в 3 классе. Я участвовал в проекте Osman Kids и показал себя в этом проекте. Фортепиано занимаюсь уже 3-й год. Я уже играю большие этюды, сложные пьесы. Мой кумир Димаш Кудайбергенов, потому что у него высокий голос. Он хорошо танцует. Еще раз. Еще раз. Для меня музыка — это что-то вдохновляющее, что-то музыкальное, не знаю. Музыка для меня очень много в жизни значит, потому что, не знаю, мне кажется, я была предназначена для того, чтобы заниматься музыкой, ну, потому что музыка вдохновляет меня заниматься чем-то новым. Мне нравится музыка. Я пошла в музыкальную школу где-то в 8 лет, наверное. По своей воле пошла. Я увидела, как человек поет или играет на фортепиано. Я очень вдохновилась. Я попросила маму, чтобы она дала мне музыкальную школу, потому что я думала, я смогу стать таким же хорошим, популярным, не знаю, наверное, талантливым музыкантом. И мама дала меня на хор и на фортепиано. Я начала играть. Но у меня там не совсем сложилось, и я на какой-то момент даже бросила музыкальную школу. Но в нашу музыкальную школу, где я училась, туда перевелся очень хороший преподаватель, и он мне очень понравился. Этот учитель преподавал моему младшему брату, и я увидела, как моему брату нравится фортепиано, и я решила тоже снова попробовать себя в этой сфере. И у меня получилось. Спасибо Елене Ивановне. Надеюсь, она смотрит это интервью. Я поблагодарю свою учительницу, потому что она много для меня дала. У меня хороший музыкальный слух, я могу подбирать песни на слух, не зная нот. И это благодаря ей. Я больше пою, наверное, в своем кабинете, где я делаю уроки, потому что когда я нервная, я начинаю петь, чтобы успокоить себя. Мне нравится петь, и это успокаивает меня. Мой брат, он снимает клипы, записывает песни. Я поддерживаю его творчество, потому что заниматься музыкой — это хорошо. Если ему это приносит удовольствие, то я всегда буду его поддерживать. И в музыке я, когда играю на фортепиано, у меня есть опора, потому что мой младший брат тоже учится в той же музыкальной, где и я, и мы можем вместе играть какие-то пьесы. И я рада, что мой младший брат занимается тем же, что и я, потому что у нас есть очень много общих тем, о которых мы могли вместе поговорить. Это очень классно. У нас занимаются очень много деток, в том числе и Эмир, и Эркаим. Это очень талантливые детки. Они у нас занимаются английским языком, танцами, вокалом. Мы очень рады принимать активное участие в их развитии. Надеемся, что они достигнут больших высот, успехов. Все, начали.
А кто в доме много поет? Оба. Да? Можете вот показывать пальцем просто. Вот так, вот так. Угу. Начали, да? Кто в доме много поет? Угу. А кто в доме больше говорит о творчестве? Угу. Кто больше делает первые шаги к творчеству и не боится? Угу. Кто хорошо учится? Кто больше слушается мамы? Кто больше слушается мамы? А кто из вас озорник такой? Кто больше любит танцевать? У кого больше юмора? У кого больше идей? Кто начинает первым ругаться? Кто быстро учится? А кто быстро влюбляется? Кто шустрее? Кто любит больше классические песни? У кого больше медалей? Кто больше хвастается? Кто больше спит? А кто из вас много опаздывает? Матерью талантливых детей, ну, это, наверное, скорее всего, труд тоже. Это целый день занятый у тебя, получается, с 8 утра до 8 вечера на всех этих кружках, фортепиано, танцы, сольфеджио. Плюс у нас школа математическая, очень много уроков. Ну и я думаю, дети должны быть талантливые. Если дети талантливые, честно, я с самого начала никуда и не хотела. Ну, думаю, учится ребенок. А потом, как они захотели сами петь, танцевать, аля джок, уже сам начинаешь бегать с ними. Если ребенок хочет, значит, надо дальше развивать. Нельзя останавливаться. Знаете, я раньше думала, что вот родные похожи, ничего подобного. Это абсолютно разные полюса. Один южный, второй северный. Абсолютно не похожие. Старший ребенок, как она сама сказала, такой более ленивый, там ее, может быть, смотивировать надо. А младшему все нравится, ему все интересно. Сам он везде просится, если честно. Можешь сказать мама? Да. Мама? Мама. Мама. Потому что она больше всего вкладывается именно в нас, она в чем-то ограничивается, просто потому что она любит нас и хочет, чтобы мы были талантливыми. Да. Это лучшая мама на свете. Я так думаю, потому что мама, она заботится, много вкладывается в нас, поддерживает. И это лучшая мама. Мама, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я буду трудиться, чтобы ты никогда не огорчалась. Я люблю тебя. Если я занимаюсь тем, что мне нравится, это музыка, это, я не знаю, рисование, наверное, даже. Если что-то приносит мне удовольствие, то это и есть счастье для меня. Кем я мечтаю стать? Я мечтаю стать певцом, композитором, писать свои песни, и хорошо танцевать, и быть вокалистом. Сперва думаю о том, чтобы сделать такого полезного для себя. Зачастую когда просыпаюсь, я сразу же иду к фортепиано и стоя играю просто какую-то мелодию.
У меня во сне мне снятся какие-то мелодии, я их пытаюсь наиграть из сна, чтобы не забыть их. Они очень интересные. Мне наполняет сердце, когда меня мама ласкает, тискает. Когда... Стоп. Меня наполняет добрые мамины слова, как она меня обнимает, ласкает. Меня любят папа и мама и сестра. Они просто любят за то, что я есть на свете. Это уже сложный вопрос. Но я бы спел о маме. Я бы спел о маме, о себе, о сестре, о папе, о всей семье я бы спел. А Элькаим, а ты? Я бы спела песню про то, как тяжело жить, но человек сможет выжить. Это отсылка на одну песню, которую я записывала. Очень классная песня. Глория Гайнер поет ее. О доброте, да? Да, о том, что человек сможет выжить и ничто не сможет помешать ему. Я буду думать, как сегодня хорошо прошло интервью, хорошо ли я танцевал, играл на фортепиано. Мотивирует, да, можно сказать? Меня мотивирует мама. Она очень часто говорит, что я могу гораздо больше, чем я сейчас делаю. И я понимаю, что да, я могу больше гораздо, и я стараюсь самосовершенствоваться. Это очень хорошо, когда люди самосовершенствуются. Нету предела для самосовершенствования. То, что у меня высокий голос. И я очень старательный и ответственный. И трудолюбивый. Но я еще очень сладкий. Так говорит моя мама и папа. Мои папа и мама. Так говорят мои родители. Быстро дается. Для начала я сначала слушаю саму мелодию, как она поется, и потом учу слова. Я где-то повторяю раз 10 слова, потом включаю музыку, и когда я включаю музыку, эти слова у меня сами выговариваются, сами говорятся. Так что мне легко учатся песни. Вот, как я знаю, ты поешь и зарубежные песни, да? Да. Очень тяжелые слова. Да. Как ты учила эти слова? Потому что не зная языка, и культуры, или может что-то, как нужно выучить эти трудные слова? На самом деле эти слова очень легко учатся. Я сначала учу слова по русской транскрипции, и потом пою с музыкой. И для того, чтобы выучить песню, нужно понять перевод, о чем ты поешь. Он пел французскую песню, он спел рэп французской песни, он спел румынскую песню спел. Английский, конечно, ему дастся легко, я думаю, потому что он быстро славливает, и в отличие от меня, он трудится и постоянно пытается. То есть он не сидит просто так, он пытается что-то делать, в отличие от меня. Вот. Он единственный младший брат у меня. Я рада, что у меня есть такой брат, потому что он всегда будет болеть за меня, он всегда будет поддерживать меня в чем-то. И я знаю, что у меня всегда будет человек, который за меня. Не против меня, а за меня. Это приятно. Она для меня сестра.
Она меня все время поддерживает, дисциплинирует. Она любит меня, какой я есть. Я люблю свою сестру. Call the police to the firemen. I'm too hot. And my bad about their mind back it up. Girls hit hallelujah. Ooh. Girls hit hallelujah. Ooh. Cause I'm tough, I'm gonna give it to you. Cause I'm tough, I'm gonna give it to you. Cause I'm tough, I'm gonna give it to you. Saturday night, but in the space. Don't believe, but just watch. Come on! Опять. Пау!